Сустрэча была прызначаная на 9:30. І што мы зрабілі? Калі я на пасту сказаў аб тым, што мы прыйшлі, чалавек, які сядзеў на пасту, ён некуды патэлефанаваў і сказаў: «Прыехалі інваліды». Мне правялі на 4-й паверх. На дзвяры было написано «Первый отдел». Там сидело 2 человека. Недоступно вообще здание, мне помогли, меня внесли туда. Вот, и сразу же завели в кабинет, отдельно от Олега, и сказали, что мы здесь будем ожидать технику, что вот-вот ее сейчас закончат проверять экспертизу, закончат копировать нужные им какие-то документы, и мне дадут технику. Ну вот мы начали с этого, а пока они хотели бы со мной поговорить. Ну, разумеете, Олег Валерьянович, зараз вырашаецца пытанне об узбуджэнні крымінальнай справы. І в вашым выпадку гэта 5 гадоў турмы, і калі вы не будете з намі супрацоўнічаць, то гэта валадарка на сёння. И мы будем сидеть и чекать этапу. Ну, достаточно быстро по ходу вопросов и опросов стало мне понятно, что дело не в технике, и что техника это, такой был предлог. Я, собственно, об этом им и сказал, что уже меня обманули накануне. Хотя они сказали, мы сами не знали, что нам придется с вами здесь беседовать. Попросил его поведомить мой статус. И он сказал, что у вас на зараз нема ніякага статусу, вы пришли до нас сами. Я сказал: добра. Калі гэта так, то як я прыйшоў, так я і сыходжу. Зрабіў некалькі крокаў на кірунку да дзвярэй. И мне в спину он кажа, что я тебе сейчас уйду, ну-ка сядь. И я вымушаны падпарадкоўвацца, але я не буду размаўляць ні на якія тэмы, пакуль тут не будзе адвокат. С адвокатом я размаўляць згодны. Мы зашли с адвокатами, но адвокатам они предложили подниматься по лестнице. Ну, объективно, там лифт очень тесный, это да. Предложили подниматься по лестнице, а на 3-м этаже там пост, то есть вахта. Там дальше их просто не пустили. И вот они весь день пытались оттуда дозваниваться этим сотрудникам с тем, чтобы их пропустили к нам. В ответ им звучал ответ, что мы не настаиваем и не требуем адвоката, то есть нам адвокат не нужен, по-нашему, якобы по нашему мнению. Пасля нейкай працэдуры маўчання зайшоў высокі чалавек, які пачаў на мяне крычаць, абражаць мяне, что ты не хочешь размаўлять, ты не хочешь говорить, сейчас ты у меня запоешь через 10 минут соловьем. И далее была нецензурная лексика. Крутили и вертели вопросы о том, что якобы у нас, у кого-то, то ли у меня, то ли у кого-то, или кто-то еще был умысел, чтобы помогать вот людям, которые участвовали, с их слов, в протестных действиях, и которые, скажем, к нам обращались. Наше взаимодействие с проектом ПРООН по поводу помощи людям с инвалидностью, вообще ситуации с инвалидностью, они рассматривают как подлог должностной, что якобы мы всех обманули и занимались не тем, чем должны были заниматься, по их мнению, опять же. Вот. Но при этом у нас не обнаружено, так как их и не было, никаких финансовых там проводок, финансовых, у нас денег и не было, собственно. В общем-то, во многом, видимо, они хотели это найти, но нельзя найти того, чего нет. В этот раз совершенно точно они меня называли преступником, лицемером, лжецом, что я якобы отпираюсь, что факты все налицо, и они, люди с очень большим опытом и квалификацией, совершенно точно знают и понимают, что я преступник, и все дело лишь в том, что я отпираюсь. Вот. Зараз, вось тое, што адбываецца, тым самым вы себе уже на валадарку напрацавалі, самі, уласна вы, сваімі паводзінамі. І тое, што вы кажаце, зараз ретранслюецца ў адкрытую прастору. Гэтыя мае словы выклікалі наступную рэакцыю. Адзін з іх некуды там нешта напісаў у тэлефоне, забегла 4 чалавекі, яны пачалі мяне распранаць. У мяне быў вось гэты гадзіннік,
снялі гадзіннік, яго пачалі раскручваць, запальнічку, распранулі мяне цалкам, мацалі маю вопратку, мой абутак, маё цела. Шукалі, нешта шукалі. Што шукалі, я не ведаю. Потым, калі агляд быў зроблены, мне было загадана сесці на стул голым, у такім выглядзе, якім я пасля дагляду, і сядзець. Ну да, никто не представлялся вообще. То есть это как норма. Никто даже не попытался сказать, там, я такой-то, такой-то. Нет, вообще. Люди входили, выходили. Входящие люди начинали, там, вот парочка входила там и матом, в общем-то, в мой адрес высказывались, и на повышенных тонах обвиняли меня. Прямо говорили, что я мошенник-преступник, что мне место в тюрьме. Ну, кстати, да, про тюрьму достаточно много было разговоров о том, что у меня один путь в тюрьму. И где-то после обеда, в принципе, где-то вот часу на 4 уже ожидание техники стало как-то, странным, такое ожидание. Вот, и разговор уже шел о том, что я оттуда выйду сам или меня уведут. Вот, собственно, да. Далей, недзе до 4 гадзін, прыкладна 4 гадзіны, мы сядзелі зноў моўчкі. Перыядычна заходзіў гэты чалавек, які абражаў мяне, перыядычна абражаў, і заходзіў нейкі чалавек, ён падобны на Швондара, у такой скураной куртцы чорнай, не дазваляў мне абарочвацца, толькі ззаду, і таксама крычаў: «Прызнайся, прызнайся, я бачу, што ты мошенник». Попытались взять объяснение, тогда я сказал, что хотел бы, чтобы присутствовал адвокат. И вот тут вышла заминка, то есть они говорят: зачем вам адвокат, мы бы быстрее и проще было бы вам всем, уже бы все мы закончили бы. В итоге так объяснение мной не было написано. 7 часов вылилось вот в мое пребывание, в разговоры, в такое давление постоянно психологическое. На крыльце, на ганку знаходзіліся нашы адвакаты, якія нам паведамілі, што яны ўвесь гэты дзень ад ранку да вечара правялі пад дзвярыма, што іх не дапускалі. І выказалі такое спадзяванне: ну вы ж разумелі, што мы хаця бы тут.